Добрый день, уважаемые зрители и гости. Спасибо, что присоединились к нашей дискуссии, посвященной Дню признания геноцида 9 декабря. Всемирный уйгурский конгресс, мне кажется, впервые проводит этот вебинар на русском языке. Обычно мы всегда проводим на английском, китайском, турецком, но я очень рада, что в этом году есть возможность провести ее на русском, поэтому спасибо, что присоединились. Сегодня ровно 4 года, как мы отмечаем эту дату, которая появилась благодаря многолетнему труду исследователей, правозащитников, юристов и свидетелей, а также историческому уйгурскому трибуналу, который проводился в Лондоне в 2021 году. Сегодня мы поговорим о том, почему именно эта дата стала символической, как возник уйгурский трибунал, каковы были его ключевые выводы и что это значит, что значит признание геноцида для международного сообщества и для уйгуров, для самих уйгуров. Сегодня с нами три уважаемых спикера. Маира Исаева, президент уйгурской общины Великобритании, делегат Всемирного уйгурского конгресса, а также член консультативного совета Уйгурского центра демократии и прав человека. Асаль Хамраева, эксперт при апелляционном суде, исследователь, базируется во Франции. А также Андрей Санников, председатель фонда «Европейская Беларусь», дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, и один из ведущих представителей белорусского гражданского общества в Европе. Большое спасибо, что вы нашли время участвовать в этой дискуссии. Живу в Польше. Живете в Польше. Спасибо. У меня первый вопрос к Майреде. Вы, как один из самых активных правозащитников, который базируется в Лондоне, лично присутствовали на заседаниях трибунала. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать нам, почему именно 9 декабря стал днем признания уйгурского геноцида и как организовывался сам уйгурский трибунал? Огромный добрый вечер еще раз. Спасибо, Гульбахар, за организацию этого вебинара. Это очень важно именно на русском языке провести такой вебинар, потому что многие русскоговорящим зрителям не доходит информация, то есть вся информация. Дата 9 декабря вообще выбрана символически и юридически обоснованно. То есть именно 9 декабря 1948 года, как мы знаем, Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за это преступление. В этот день во многих странах и правозащитных инициативах используется для напоминания международно-правовой обязанности государств предупреждать и признавать геноцид, и не только реагировать на его постфактум, на все, что происходит после. Так, решение обозначить 9 декабря как День признания уйгурского геноцида напрямую отсылает к нормам международного права, во-первых, а во-вторых, это аргументирует все происходящее в Цинцзяне и что подпадает под юридическое определение геноцида. Как организовался уйгурский трибунал? Он был создан в 2020 году в Лондоне как независимый народный трибунал. И по образцу трибунала Рассела, который был создан в Вьетнаме, по образцу трибунала по бывшей Югославии и Народному трибуналу Мьянмы. Ключевыми особенностями организации, во-первых, это была юрисдикция, то есть неофициальная, но опирающая на нормы международного уголовного и гуманитарного права. Председателем суда был сэр Джеффри Найс, это бывший прокурор Международного трибунала, который вел дело о бывшей Югославии, Богдана Милошевича. Состав трибунала — это были юристы, эксперты по международному праву, синологи, судебные медики и специалисты по геноциду. Источниками доказательств более 3000 доказательств было предоставлено. То есть это показания бывших узников лагерей, свидетельства жертв принудительной стерилизации, спутниковые снимки лагерей. Потом были также выявлены некоторые документы китайской коммунистической партии. Также были предоставлены экспертные демографические и медицинские исследования. То есть список этим не заканчивается, но то есть список документов очень был огромный.
Принцип работы был максимально соблюдались стандарты судебного разбирательства, то есть проверка перекрестных показаний, публичные слушания. Это все было включено и проведено. И в итоге в декабре, 9 декабря 2021 года, накануне, вернее, 9 декабря, трибунал пришел к выводу, что Китайская Народная Республика совершает геноцид в отношении тюркского народа и других тюркских мусульман. Это, в частности, было по признакам принудительного предотвращения деторождения, нанесения серьезного физического и психологического вреда и целенаправленное разрушение религиозной и культурной идентичности. Солида, я знаю, что вы занимались переводом финального решения трибунала с английского на французский, поэтому, мне кажется, глубоко ознакомлены с решением. А, какие ключевые доказательства и свидетельства стали решающими для вывода трибунала о том, что в отношении уйгуров совершаются преступления геноцида? И как это решение связано с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида 1948 года? Спасибо. Да, немного подробнее. Ну, Уйгурский трибунал, как любой гражданский трибунал, имел целью проанализировать данные. Цель гражданского трибунала – это, конечно, создать нарратив, создать историю более полную. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент мы находимся, и с отсутствием возможности быть на территории уйгурского региона, чтобы констатировать самим. То есть мы знаем, что есть нехватка материала, который не говорит о том, что геноцида нет и нет массовых убийств, но необходимо было собрать весь материал, и достаточно открыто его рассмотреть. Мы знаем, что все материалы Уйгурского трибунала в открытом доступе в интернете. И было примерно около 500 свидетелей, среди которых нужно было выбрать около чуть больше 50 свидетелей контекста, свидетелей фактуальных, которые были, и также свидетели контекста. То есть, действительно, как и сказала Маира, это была огромная, гигантская работа с крупной командой, которая включала в себе исследователей и юристов, социологов. То есть это не просто работа, основанная на международном праве, но и социоисторическая работа. Это, конечно, прерогатива именно такого типа институции, как гражданские трибуналы. То, что обычный трибунал не может себе позволить. И значит, Уйгурский трибунал стремился всегда представить на слушаниях, чтобы все было публично, оценить полную картину массового насилия, то есть массового коллективного насилия. Этот трибунал не исследовал индивидуальную ответственность людей, но именно массовая и коллективная ответственность государства, китайского государства. Идея была такая, и цель была в том, чтобы понять из доступных источников и анализа всех свидетельств, атакует ли Китай уйгурское население с намерением уничтожить его полностью или частично. Трибунал сосредоточился в первую очередь на вопросе ответственности государства, используя при этом обширный корпус юридических норм, не только Конвенцию о предупреждении преступлений геноцида 1948 года, но также и Конвенцию против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Римский статут Международного уголовного суда, касающийся в частности преступлений против человечности и индивидуальной уголовной ответственности, судебную практику Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного трибунала в Руанде, как сказал Майер, а также Всеобщую декларацию прав человека, тоже 1948 года, позволяющую оценивать ситуацию с точки зрения универсальных и неопровержимых принципов. Это очень важно. И цель была также двойной – определить по закону характер совершенных преступлений, а также восполнить вот этот недостаток знаний, который объединить их, чтобы было единое целое, та база данных, куда мы можем всегда обратиться и рассмотреть все свидетельства с объективной точки зрения, то есть абсолютно в открытом доступе. Дело в том, что доказать массовое убийство, совершенное с намерением уничтожить весь народ или часть группы, это тот критерий, который лежит в основе всех признанных до сих пор геноцидов. И особенно сложно нам это доказать, потому что, опять-таки, мы не можем проверить это на месте. Чтобы подтвердить массовое убийство, трибуналу было очень сложно тоже это сделать. Те массовые убийства, направленные на
на уничтожение всей группы или части. Необходимо не только работать, получается, над статистикой смертности в лагерях, которую мы не имеем, но есть возможность также необходимо работать над статистикой, например, в родильных домах. И эту статистику мы можем отследить. И это как раз позволило учесть случаи детоубийств. Были свидетели, которые свидетельствовали о поздних абортах на 8-м месяце, до 8 месяцев примерно беременности, которые говорили об убийстве новорожденных в первые часы жизни и так далее. То есть были фактуальные свидетели, которые могли говорить от первого лица. Уйгурский трибунал таким образом признал критерием геноцида вмешательство в рождаемость, что означало доказательство намерения биологически уничтожить существенную часть населения, существенную часть уйгуров и других тюркских групп, но в основном уйгуров. В принципе, меры по ограничению рождаемости могут быть доказаны, среди прочего, путем документирования практик сексуально-калечащих операций. И у трибунала были такие свидетельства, которые, опять-таки, в открытом доступе, и любой может их прочитать на уйгурском, на английском языке. Есть, то есть есть первоисточники и есть перевод. Через операции, через мониторинг стерилизации, принудительного контроля рождаемости, разделение полов и запрета на брак. Все это может быть отслежено. И критерии меры, направленные на предотвращение рождения детей внутри группы, не требуют доказательства результата, потому что они предотвращаются, то есть до их рождения, в отличие от критериев убийства членов группы, причинения серьезного вреда физическому или психическому здоровью членов группы, или насильственной передачи детей из одной группы в другую по конвенции 1948 года. Таким образом, доказательство геноцида по критерию вмешательства в рождаемость опирается на анализ политики контроля рождаемости, которая в открытом доступе, и который позволяет как зафиксировать текущую ситуацию, так и прогнозировать. То есть иметь прогноз на ближайшие несколько десятилетий. Они выражаются в снижении коэффициентов рождаемости и падении темпов роста населения. Коэффициент рождаемости в уйгурском регионе в 90-м году был стабильным и был примерно 125% от среднего национального показателя по всему Китаю. Однако он значительно снизился в 2018 году, с 2015 по 2018 год. И уже к 2019 году он был нулевым или отрицательным. Эти данные позволяют не только констатировать результат политики контроля рождаемости, но и делать прогноз при сохранении текущих мер численности населения. То есть мы можем предполагать, что к 2040 году население региона уменьшится на 2,6 на 4,6 миллиона человек. То есть геноцид не означает непременное немедленное уничтожение нации, немедленное именно в определенный момент. За исключением случаев, когда он осуществляется, конечно, через массовое убийство всех членов нации. Если мы сейчас не можем говорить о том, что было массовое убийство, это не значит, что его нет или не может случиться. Просто у нас нет еще достаточно доказательств, и мы не можем это видеть на месте. Это на примере Холокоста между дискриминационными законами против евреев, которые начались у нацистов, и самим Холокостом прошло несколько лет. То есть трибунал не исключал, что могут быть какие-то массовые убийства, но свое решение он основывал именно на контроле рождаемости, то есть типом экстерминации, который основывается на сокращении населения. Трибунал признал, что Китай проводил и проводит преднамеренную, систематическую, согласованную политику контроля рождаемости с целью оптимизировать население. То есть используя долгосрочные меры по снижению рождаемости населения меньшинств, не самих ханьцев. И это соответствует одному из запрещенных актов по конвенции 1948 года. Значит, постановление было такое, что преступление не только геноцида было признано, трибунал также признал наличие пыток и то, что мы называем 7 преступлений против человечности, 7 из 11.
перечисленных в Римском статуте, а именно депортации, насильственное перемещение населения, заключение или иной серьезной формы лишения физической свободы, пыток, изнасилование и стерилизация, также других форм сексуального насилия, преследований, насильственных исчезновений и других бесчеловечных актов. И надзор, такие как надзор, разрушение мечетей, кладбищ, принудительные браки и религиозные культурные репрессии. То есть этот вердикт новаторский, потому что основан впервые на преступлении геноцида не на массовых убийствах, а на массовой, получается, массовое прекращение рождаемости. Конечно, безусловно, трудно сказать, что это стало облегчением, несмотря на то, что его очень ждали, потому что этому конец не наступает, и мы только услышали и можем в очередной раз убедиться в ужасе повседневной жизни на месте в регионе. Но у нас есть факты, у нас есть теперь доказательства и возможность для всех перечитать, ознакомиться и изучить. Насколько я знаю, одним из критериев также было то, что проводится намеренное разлучение детей с их семьями. Это тоже один из критериев, на котором основывалось решение. Это было Было учитывано, учитано, да, правда? да, переселение населения, да, 7 из 11 Мгм. критериев. Да, но геноцид как таковой был признан именно из-за системного вмешательства в рождаемость населения. Спасибо большое. Андрей, у меня вопрос к вам. Вы как активист и человек с дипломатическим бэкграундом, как по-вашему, какие обязательства решение трибунала и признание геноцида в целом накладывает на государство сегодня? Давайте я сначала скажу, чего я здесь делаю. Вдруг Беларусь среди уйгуров. Я давно дружу с Далкуном, Зумритай, вообще поддерживаем друг друга, обмениваемся опытом. Вот, и он поддерживает какие-то мероприятия, акции, которые я предлагаю. Я поддерживаю, естественно, вас и публикую это в соцсетях. Кроме того, моя жена сделала два очень хороших интервью с Гульбахар Джалиловой и Скальбинур Сидик. Они вошли в книжку Всемирного конгресса свободы, где я являюсь омбудсменом. Меня вот сейчас в Берлине избрали омбудсменом этого конгресса свободы. И это такой достаточно яркий, сильный материал, как раз на примере и Гульбахар, которая была узницей, и Кальбинур, которая преподавала, но подверглась всем абсолютно мерам, вплоть до стерилизации в лагере. Вот поэтому я считаю, что это просто нам необходимо держаться вместе тем, кто вынужден жить не в своей стране, который старается сделать так, чтобы освободить свои страны, свои народы. Вот. Давайте так, вы сделали невероятное. Просто невероятное то, что создали этот трибунал. Это действительно... Вы нанесли карту Синьцзяна на карту мира. Его не было до трибунала. Просто не было. И уйгуров не было. Уйгуры были китайцами. Ну, где-то еще там какие-то меньшинства жили, там в бывшем Советском Союзе, еще где-то, в Турции, в Восточном Туркменистане в целом, да, но такого района и такой, может быть, будущей страны, чего я им очень сильно желаю, не было. В то же время я должен сказать, что это пока первый шаг. И вы сами прекрасно это понимаете, что это пока общественная организация, это пока общественная акция. Да, потому что и вот вы сравниваете, например, там с трибуналом по Югославии, по Руанде, но это разные вещи, вы сами это понимаете, что это были ООНовские, одобренные ООН трибуналы, которые работали под эгидой ООН, и решения их все-таки проводились на уровне ООН. У вас пока это английский суд и некоторые высказывания государств, которые поддерживали этот трибунал, и почему сегодня и как государство относится.
Но у вас архисложная задача, конечно, потому что Китай. Потому что даже в Беларуси сложно бывает объяснить людям, что за что мы боремся и почему нам не нужен Лукашенко, диктатор, который пляшет под Путиным. А уж объяснить, почему нужно признать геноцид уйгуров и помогать им, при том, что весь мир торгует с Китаем и не хочет нарушать эти торговые связи, это очень сложно. Но у меня есть пример, которым я вот хочу для вашего случая, наверное, он интересен. Я хорошо вблизи видел, поскольку работал вместе с Биллом Браудером, который пробивал закон Магнитского. Мгм. Закон Магнитского – это был бухгалтер Браудера компании, которая была в Москве, в Советском в России, которого фактически убили за то, что он вскрыл коррупцию в государственном аппарате. Его поместили в тюрьму и убили. Браудер уехал и начал биться за то, чтобы обелить его имя, и более того, чтобы сделать закон, который позволяет вводить санкции против людей, которые обвиняются в коррупции, в геноциде, в любых преступлениях. Так вот, конечно, там у него были деньги, и очень неплохие деньги, но он работал с каждой страной. Он ездил сам, он организовывал мероприятия во всех странах Евросоюза, в Канаде, в Соединенных Штатах. Он пробивал этот закон страну за страной. И не так просто все это шло, потому что никто не хотел тоже вводить жесткие санкции, а все это было до войны с Украиной. Никто не хотел вводить жесткие санкции против России, потому что отношения с Россией важны для торгово-экономические, те же газ и нефть, только сейчас они начинают отказываться от этого всего, и то в полсилы. Вот. И вот этот путь, мне кажется, для того, чтобы превратить этот трибунал действительно в юридический инструмент, пока это общественно. Вот Асаль правильно сказала, что мы создаем нарратив. Это так. Создаем сильный нарратив, создаем нарратив, который основан на юридических основах, на юридических каких-то прецедентах, на тех квалификациях признаков геноцида, которые содержатся в Римском статуте. Но пока мы не подошли, вы не подошли, и мы не подошли, потому что я тоже заинтересован, чтобы был полноценный трибунал к юридическому оформлению вот этого трибунала. Я не знаю, какая у вас стратегия, я просто делюсь с вами опытом и тем, что я видел, и возможными практическими шагами для того, чтобы это действительно стало эквивалентом трибунала по бывшей Югославии или по Руанде. И это возможно. Это возможно, хотя очень сложно из-за того, что Китай, опять же. Но то, что вы сделали, еще раз вот повторю, вернусь к тому, с чего я начал, это просто невероятно. Вот, потому что добиться хотя бы в Англии признания публичного геноцида уйгуров, это просто, это прорыв, это действительно прорыв. Я помню, как рады были все мои друзья из Конгресса уйгурского всемирного, и я вместе с ними, потому что это очень мощная платформа, которая позволяет действовать дальше. Да? Вы уже есть, уже с вами нельзя не считаться. Я с удовольствием замечаю, что на международных конференциях серьезных, мировых, появляется все больше уйгуров. И даже когда нет у моего друга Далкуна, там есть другие. И они работают очень целенаправленно и очень активно. Поэтому я думаю, что все может быть. Да, все может действительно быть оформлено таким образом, чтобы появилась база для обвинения как государства Китая, так и отдельных чиновников в геноциде уйгуров. То есть, подводя итоги того, что вы сказали, нам, уйгурам, нужно работать в том По направлении странам, по странам именно, по по одной странам. по странам. Да, то есть трибунал, вот первый шаг, да, чтобы про это трибунале знали в МИДе, в Министерстве юстиции тех стран, где вы проживаете. А вы проживаете во многих европейских, западных демократических странах. Да, и создавать дальше базу для дальнейших шагов. Да. Просто во многих странах, допустим, создаются после того, как уже признался геноцид на парламентом, на государственном уровне создаются парламентские дружественные группы. Допустим, есть такая группа в Японии,
Я думаю, это тоже одно из обязательств, которые принимает на себя государство после признания геноцида. Ну, вы включаете в разговор, конечно, это здорово. М. Парламентская группа здорово, то, что есть и в правительстве, это здорово. Но вы всегда включаете в свои разговоры один пункт: создание ООНовского специального трибунала по геноциду уйгуров. Мгм. Потому что без поддержки стран это невозможно создать. Никто этот вопрос, как я понимаю, пока не ставил. Вот, вот это вот должно быть вашей повесткой дня, мне кажется. Мгм. Ну, в ООН, конечно, прорваться и с резолюцией пока не получается, потому что по многим обстоятельствам. А потому что страны. Поработайте со странами и получится с резолюцией, я Мы уверен. Это будет один из моих последующих вопросов к вам. Да, у меня вопрос, к вам, Майреда. Как вы считаете, какое влияние оказал трибунал вот в стране, где вы живете, в Великобритании? И какие меры за эти 4 года предприняло британское государство для противодействия уйгурскому геноциду, если таковые были? Ну, трибунал, он не имел юридической обязательной силы, но его влияние оказалось очень значительным. Пошли сдвиги общественного такого дискурса, то есть СМИ начали уже писать, такие как BBC, The Guardian, Financial Times. Вот, они уже систематически начали использовать геноцид, формулировку геноцид, а не нарушение прав человека. Потом тема уйгуров стала очень постоянной в парламентских дебатах. То есть и уже это привлекло такое большое внимание именно депутатов. То есть мы получали очень такое количество заявок именно встретиться с депутатом, поговорить, и они это уже потом как бы представляли в парламенте, да. Это также оказывало давление на сам парламент, то есть в 2021 году Палата общин большинством голосов признала происходящее в Танзании геноцидом, но резолюция носила рекомендательный характер. И также возник прецедент обхода правительственной позиции, которая традиционно была осторожна из-за Китая. Уже это было отмечено в нашей дискуссии, то есть более в 10 странах появились парламентские дружеские группы, куда входят, естественно, сильные политики, адвокаты, правозащитники, аналитики. То есть эти группы помогают как бы двигаться уйгурскому делу в той стране по их законам. То есть там пишутся как бы планы и все, то есть учитывая правовую систему той страны, где находится эта группа. Также это правовой прецедент, то есть заключение трибунала используется в университетских исследованиях, юридических исках, в отчетах НПО и в адвокатуре. Какие меры были приняты именно в Великобритании в эти 4 года? Ну, Великобритания вообще официально она не объявляла геноцид на уровне правительства, да, то есть это на уровне парламента. Это все из-за позиции, это компетенция международного суда, они на это ссылаются. Но были приняты и некоторые меры, это такие как экономические и торговые. То есть были введены ограничения на импорт товаров, произведенные с использованием принудительного уйгурского труда уйгуров. Потом был усилен контроль цепочек поставок британских компаний и принят закон о современной форме рабства с расширенными обязательствами для бизнеса. Также были введены санкции. В 2021 году Великобритания ввела персональные санкции против китайских чиновников и структур, которые были причастны к репрессиям в Цзиньцзяне. В свою очередь Китай тоже ответил санкциями, и были санкционированы 7 депутатов британского парламента.
которые выступали на тот момент и выступают, продолжают защиту уйгурского народа. Мы много говорим о том, что государства признают геноцид. Какие мы знаем, что Канада, Великобритания, Нидерланды, Чехия, Бельгия и США признали уйгурский геноцид на парламентском уровне, на уровне государства. А если страны не признают, какие причины? Это дипломатические причины, отсутствие политической воли или страх перед Китаем? Андрей, вопрос к вам. И первое, второе и третье на самом-то деле, потому что признание геноцида уйгурского народа означает резкое изменение официальной политики страны в отношениях с Китаем. Это надо понимать, и когда вы добиваетесь такого признания, надо обсуждать, какие препятствия есть в той или иной стране. Ну, препятствие главное. Китай торговый партнер, один из ведущих всех государств западных. И в это все упирается. Но здесь надо, наверное, более гибко подходить. Признания в ближайшее время не будет. Это, наверное, вам понятно. Надо делать все, чтобы исключать вот эту практику, которая применяется в Китае против уйгуров в концлагерях. Надо с демократическими государствами говорить о том, что они должны жестко ставить вопрос перед китайским руководством, угрожая санкцией, да, угрожая тем, что будет отказ. Ну вот, смотрите, война в Украине заставила все-таки Европу двигаться в сторону отказа от российских нефти и газа. То есть возможно все это. Ничего невозможного нет. Поэтому если целенаправленно проводить работу с правительствами, прежде всего с правительствами, потому что парламенты это все-таки желаемое. Могут быть резолюции, но они не всегда обязательны для правительства. Во многих случаях используются для того, чтобы приглушить проблему. Вот парламент высказался, а правительство ничего не предпринимает. И получается, что и волки сыты, и овцы целы. Здесь надо быть трезвым, и надо быть гибким, и надо использовать все возможности, которые вы уже создали. То есть признание геноцида Народным трибуналом и признание этого трибунала в одной демократической стране Запада, это уже, как я уже говорил, повторюсь, хорошая платформа для дальнейших действий, для того, чтобы говорить, что вы будете делать, если не будут изменены практики правительства Китая по отношению к уйгурам. Ведь главная цель-то за помочь людям, да, чтобы прекратить стерилизацию насильственную, чтобы прекратить похищение людей, помещение в лагеря, чтобы прекратить разлучение семей. То есть пройтись по всем тем 7 признакам, которые перечислили, которые составляют преступление геноцида. И, в общем-то, и не оставлять публичные кампании по просвещению людей, воспользоваться теми всеми контактами и каналами, которые вы наработали за время создания трибунала, за время подготовки, для того, чтобы продвигать эту тему спасения у людей в самом Китае. Потому что, ну, мне кажется, что это более реальная задача, чем создать трибунал вот, в ближайшее время. Угу. Мне кажется, надо искать рычаги давления на Китай, чтобы прекратить вот это бесчеловеческие меры по отношению к уйгурам, ну, в Синьцзянском районе, да, в Синьцзяне. Вот такая, наверное, должна быть стратегия. Угу. Спасибо. Андрей уже останавливался на каких-то мерах, упомянул санкции. Как по-вашему, какие меры еще были бы эффективны в борьбе за прекращение преступлений против уйгуров? Помимо юридических, тут могут быть и
запрет на запрет на ввоз товаров, произведенных с принудительным трудом, а также, может быть, на примере Франции вы могли бы какие-то меры озвучить? Я думаю, что Андрей Олегович ответил на этот вопрос. Вы Мгм. перечислили весь практически список и возможности, которые у нас есть. Франция, к сожалению, не пример для подражания. Я думаю, что в Великобритании было сделано больше всего. Конечно, тот факт, что там был возможен создать трибунал, тоже о многом говорит. Во Франции тоже признали геноцид, парламент, но это, возможно, звучит парадоксально, но признание геноцида играет иногда очень символическую роль по сравнению с признанием риска геноцида, например, или даже признанием преступлений против человечности, именно по отношению к обязательствам государства после признания. Во Франции признали геноцид, но государство не обязано, собственно, предпринимать какие-то шаги. Это все остается, да, на уровне рекомендаций. Есть возможность принять другие резолюции, которые бы обязали государство как-то отреагировать, особенно когда говорится о том, что да, вот в данный момент происходит нарушение прав человека, и нужно это предотвратить. Об этом говорит риск. Ну, вот Бельгия, например, приняла такую резолюцию. Там немного все-таки эффективнее работает, ну, последствия были да, более эффективны, чем во Франции. А во Франции после признания геноцида практически ничего не происходит. На уровне ЕС, да, недавно все-таки был признан закон, и эмбарго должно вступить. Мы надеемся, но это буквально произошло вот Совсем несколько недавно. месяцев назад. Посмотрим, какой будет эффект, но это важно, это большой шаг. Поэтому да, я думаю, что единственная мера, которая может быть эффективна, это санкции экономические и вопрос, да, конечно, отношение к трудовому праву и нарушение трудового права там на территории Китая по отношению к уйгурам в основном, потому что сейчас о них речь, ну, конечно, местное население, но большинство китайцев, я думаю, тоже являются жертвами в какой-то степени, но у уйгуров это особенная степень рабства в данный момент. Поэтому, скорее всего, что может сделать человек на уровне своей гражданской позиции, как гражданин, это быть проинформированным, стараться информировать, конечно, окружение, использовать источники, которые будут наиболее достоверные, и стараться, да, не попадать под влияние пропаганды, китайской пропаганды, российской пропаганды, и иметь свое мнение. Для этого нужно, да, быть информированным, читать и стараться сопоставлять какие-то источники и интересоваться, безусловно, потому что информация есть, и нельзя сказать, что у нас нет доступа. Конечно, быть активистом это это помогает, но зависит от контекста страны, в которой находится человек. Диаспора разбросана везде, безусловно, не везде мы можем действовать одинаково. Еще потому что некоторые страны, как страны Средней Азии, особенно подвержены влиянию Китая, поэтому, естественно, никто не призывает брать на себя риски. Нужно быть информированным, это уже главный шаг. А в европейских странах, да, лицемерие присутствует, поэтому я думаю, что должно быть, да, более активными, диаспора должна быть более активной и стараться привлечь внимание как можно больше, работать с парламентариями и пытаться продвигать законы, которые действительно имели бы последствия на уровне экономических санкций, резолюции, которые бы работали для санкционирования государств, которые не уважают трудовое право, экологию и
естественно, цепочек поставок. И это большая работа, это долгий процесс, но я думаю, что благодаря общественному мнению все это возможно ускорить. То есть у нас, несмотря ни на что, есть какие-то сдвиги, во всяком случае на уровне Европейского Союза. И это положительный момент. Это был мой последний вопрос. Я буду рада, если у спикеров есть что добавить. Я хотел бы, можно? Конечно. Я хочу предложение такое сделать. Я в Галифаксе на форуме от Рушана Аббас узнал удивительную вещь, что знаменитая кукла Лабубу, которая во всем мире сейчас просто как чума распространяется, ее изготавливают в концлагерях уйгуры вручную. Это вопиющий факт. И я буду обсуждать это тоже на конгрессе, что мы можем сделать. Но мне кажется, что можно развернуть очень сильную кампанию с участием детей, например, да. Дети, которые этими куклами, я уверен, что если им объяснить, какой ценой они получили эту куклу, дети могут принять участие, если сделать хорошие ролики, сделать хорошую кампанию, вложить какие-то деньги, я думаю, есть в разных странах. Вы можете нанести такой удар, что они будут в следующий раз думать, как использовать подневольный труд уйгуров и чем это может грозить. Мне кажется, на это надо сейчас реагировать срочно, потому что я обсудил это и с друзьями из Тибета. Вот вы знаете, наверное, Лапсан Сангая, друга вашего и нашего вообще, человек, который грамотный, бывший президент Тибета. Он говорит, что это надо срочно делать. Мы делали такие кампании по Тибету, когда какие-то вот такие вещи происходили. И это надо срочно останавливать. Не важно, что это очень популярная кукла, но в этом и цинизм, да? В этом, Вот да, эта популярная кукла, интерес. которую играют дети, делают люди, которых убивают. Это кошмар просто. Вот если это преподнести нормально, рассказать правду просто, хорошим видеорядом, с хорошим месседжем, да, то это может сработать. И это будет тогда такая весомый такой вклад в осуждение геноцида и того, что Китай делает в Синьцзяне. Ну, то есть мы опять говорим про вклад диаспоры, про давление диаспоры, Да. которое можно оказать. Про давление диаспоры и про сотрудничество диаспоры с средствами массовой информации. Я думаю, когда дело доходит до принудительного уйгурского труда, тут многое на самом деле можно... Но это вот, смотрите, это очень Ну, красочный пример. да-да-да, Игрушка. это идеальный, да, момент для освещения. Я на самом деле, признаюсь, я не знала про Лабубу. Вот видите, я тоже узнал Да. от Рушан. Но Рушан-то знает точную информацию. Она говорит, Мгм. до 90% Лабубу делают Мгм. уйгуры. А Китай продает очень дорого все это. И причем они монополисты, они не разрешают больше никому, они нигде нету производства, как они обычно аутсорсинг какой-то делают. Этого нет. Мгм. Мне кажется, это происходит то же самое со всеми детскими игрушками, которые Ну, появляются. наверное, но практически. это просто такой, как Микки Маус М. сегодняшний. Мгм. Мгм. Маиреда, Саледа, есть ли у вас что-то добавить? Ну, я бы еще раз хотела сказать спасибо за это. Эта программа действительно, мне кажется, поможет многим людям понять вообще суть суда. И хочу как бы призвать своих соотечественников, чтобы не поддавались пропаганде, китайской провокации, соглашусь с СЛ, чтобы читали побольше достоверной информации
действовали в рамках закона в той стране, где они живут, и использовали этот закон, провал защиты уйгуров. Спасибо. Я тоже хотела поблагодарить всех. Спасибо за новые идеи. Всегда очень важно проводить такие брейнсторминги и пытаться вместе что-то сделать совместно с тибетцами, с белорусами и со всеми теми, кто хочет изменить нашу жизнь к лучшему и жизнь тех, кто особенно находится на территории стран в полном бесправии. И есть, кстати, если вернуться к трудовому насилию, то есть такая коалиция по остановке трудового насилия в уйгурском регионе, коалиция, которая включает в себя несколько десятков организаций, крупных международных организаций, которые могут помочь с такого рода акциями на международном уровне. Важно иметь людей, которые хотели бы участвовать. И несмотря на такое желание, не так много людей, которые бы были активны. Поэтому я бы со своей стороны призвала тех, кто имеет возможность, желание и мотивацию из диаспоры или нет, то писать таким организациям, коалиции, и они с удовольствием поделятся информацией. И, возможно, если это будет происходить в разных странах параллельно, одновременно, все эти процессы, то это будет более эффективно. И, безусловно, диаспора, да. Но очень важно, чтобы была волна солидарности и у местного населения во всех странах, в которых мы проживаем, потому что это общая, это действительно универсальная проблема. Проблема прав человека. Она не касается, в данный момент касается определенного населения, определенных народов. Но это может коснуться всех нас в любой момент. Нет ничего постоянного. Поэтому спасибо еще раз за эту возможность. Спасибо Спасибо вам Конгрессу за тоже. возможность организовать эту дискуссию. Спасибо нашим спикерам за ваше время и вообще за вклад в освещение уйгурского геноцида. В заключение я хочу сказать, что каждый год, когда мы видим 9 декабря на календаре, мы должны понимать, что геноцид — это не абстрактный исторический термин, а реальность, с которой мы, уйгуры, сталкиваемся каждый день. Уйгурские трибуналы и работа свидетелей, следователей, юристов, правозащитников — это ясные и неопровержимые доказательства. И теперь у нас, у мирового сообщества, у мира в целом нет оправдания для бездействия. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Мы продолжим говорить правду, бороться за права человека и за справедливость для уйгурского народа. Спасибо вам большое и до встречи.